Марат Сенторович, есть вопросы? Есть. Пожалуйста, задавайте. Так, уважаемый представитель аппарата, скажите, пожалуйста. Президент, да? Вы не могли бы перечислить дисциплинарные меры в отношении адвоката? Дисциплинарные меры в отношении адвоката? Да. Какие применяются Да. на сегодняшний день? Да. Ну, я, насколько знаю, приостановление действия лицензии и прекращение лицензии. Я, наверное, задам вопрос. Тут другой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы здесь отметили, что в каких случаях лишаются лицензии адвоката, да? Вот я допущу так. Здесь вы отметили не своевременная плата за членские взносы, возбуждение уголовного дела и вот два момента, да? Если адвокат, который решили, нет у него отрицательного мотива, у него нет нарушений по прохождению квалификации, вовремя проходят и заранее оплачены членские взносы, а лишен только по другим мотивам, он имеет ли право обращаться для получения лицензии? Как вы считаете? Вот, я так, в соответствии с законом Кыргызской Республики, если адвокат лишен лицензии, он не может восстановить свой статус потом, в дальнейшем. Я бы хотел уточнить. Вы отметили, что если в отношении адвоката возбуждено уголовное дело и имеет отрицательный мотив, это вы прям высказались. Вот поэтому я спрашиваю. Если вот то, что вы сказали, нет возбужденного уголовного дела, нет отрицательного мотива, нет нарушения по прохождению, повышению квалификации вовремя и нет членских взносов, он имеет право на обращение получения лицензии? Если он по другим мотивам, вы именно сами... Марат Сенторович, Нет, она же ответила. Если Она адвокат ответила на ваш лишен- вопрос. Если адвокат лишен лицензии, то он лишается вообще права повторного обращения. Если Какой еще ответ она может дать? Уже тут, я извиняюсь, может, она именно отметила слово отрицательный мотив, если нету тех параметров, которые она именно озвучила. Нет, отрицательный мотив я не сказала. Я вот сослалась на возбуждено- закон, на закон. согласно которому лишение лицензии производится в определенных случаях. Это когда приговор суда имеется, когда повторное нарушение норм Кодекса профессиональной этики, неповышение квалификации и нарушение адвокатом норм настоящего закона. В соответствии, если по какому-либо основанию адвокат лишен лицензии, он в любом случае не имеет в дальнейшем восстановить свой статус, исходя из закона. Хорошо, тогда вопрос последний. Вот скажите, пожалуйста, если нет повторного нарушения, нету прям. Вы уточните вопрос. Вот. Вы к чему задаете этот вопрос? Повторное нарушение, в каких случаях повторное нарушение вы имеете в виду? Вы имеете вообще, если адвокат совершил одно нарушение, Да, он может лишен лицензии вообще, если он только одно нарушение сделал? Ну, нет, дело в том, что уже есть еще другое основание. Нарушение адвокатом норм закона об адвокатуре и адвокатской деятельности, понимаете? Нет. Здесь же все зависит от того, какие обстоятельства. Не, у меня был один только вопрос. Вы озвучили... Полномочия к совету, Я могу повторить. Вы именно озвучили, что есть повторное нарушение. Да, мне конкретный вопрос. Если нету повторного нарушения? Если нет повторного нарушения Так. Кодекса профессиональной этики, Так. правильно? Да. Но есть нарушение адвокатом норм настоящего закона, которые подпадают под пункт 4. Но вполне возможно, что такое основание может быть, что адвокат может быть лишен лицензии, но уже по пункту 4. Все, спасибо. Но это уже компетенция комиссии по этике и Министерства юстиции. Все, спасибо. Спасибо. Валентин Распекович, есть вопрос? До вопроса. Коллеги, есть вопрос? Емель Жандосович, пожалуйста. Исходя из вашего выступления, в общем-то, можно сделать вывод, что аппарат президента придерживается позиции и считает, что такая мера дисциплинарного воздействия, как лишение лицензии на занятие адвокатской деятельностью, оправдана. В то же время вы высказали сомнения относительно, сказали, что возникает вопрос, когда в отношении других субъектов существуют какие-то иные процедуры, скажем, получения лицензии. Вот это сомнение каким-то образом влияет на вашу позицию, на позицию аппарата президента или нет?
Нет, не влияет. Дело в том, что здесь, в принципе, можно же решить на законодательном уровне эти вопросы. То есть аппарат президента придерживается той позиции, что в данном случае данное ограничение оно не противоречит Конституции. Аппарат президента не высказал никакую Не высказал, я позицию. поэтому пытаюсь... Вы первоначально сказали, что подобные меры, они оправданы. Потом, в завершении вашего выступления, вы сказали, что возникает вопрос, да? То есть Да, вы сказали сомнения относительно Да, того, возникает что вопрос вот... в части именно дискриминирующего характера этой нормы по отношению то, что здесь имеется дискриминирующий момент, если другие, допустим, субъекты имеют право на получение лицензии, те же самые судьи, те же самые сотрудники правоохранительных органов. Я вот думаю, здесь такие понятно. информационные моменты. Джервал Нурджан, сейчас подождите, вы уже пропустили. В конце зададите, после того, как судьи завершат свои вопросы. Джервал Нурджан, вы в качестве примера привели законодательство других стран. Казахстана, России, Белоруссии, Грузии. И отметили о разных подходах к вопросу лишения лицензии. В некоторых странах действительно допускается возможность восстановления, не возможность восстановления, а возможность подачи заявления на получение лицензии. В некоторых странах есть пожизненное лишение. Но с учетом того, что лица, привлеченные к уголовной ответственности и отбывшие срок, если их наказание погашено или снято, то они могут претендовать на получение лицензии, то в этом случае насколько соразмерно пожизненное лишение лицензии адвокатами, по вашему мнению? Вот по моему мнению, в этой части, да, несоразмерно. Дело в том, что человек, который совершил преступление, даже особо тяжкое, при этом он может получить лицензию, а адвокат, который совершил дисциплинарный проступок, даже, допустим, тот, который не повышение квалификации в течение определенного времени, он пожизненно лишается лицензии. Здесь, конечно, несоразмерность присутствует. Тем более в нашем законе не предусматривается, за какое преступление. Да, не предусматривается. Да. Все-таки вы согласны с тем, что есть несоразмерность, да? Да. В части лишения лицензии, Да. пожизненного лишения лицензии. Коллеги, есть еще вопросы? Нет, вопрос понятен. Позиция понятна. Спасибо, присаживайтесь.